Призрак Уолбы. Это произошло в 70-х годах в Якутии, в Татинском Улусе. Началось все с того момента, как к нам домой в Итыккюэль зашел наш дальний родственник Серафим. Попив чаю, он сказал, что хочет ехать домой в Уолбу, но в связи с тем, что машин в то время было маловато, а частных вообще не было, попросил у нас велосипед. Тогда на велосипеде ездили практически все, старый, млад, мужчины и женщины, почти как в Китае. У нас было 2 велосипеда, и родители ему одолжили Урал. Уолба находится от Итыккюэля севернее на 33 километра. Тогда нынешней федеральной трассы не было, хотя основная траектория сейчас осталась старая. Но заезд был другой. Сворачивали чуть раньше, и дорога шла через 2 поля. Дорога в поле заезжает с восточной стороны, спускается, идет под холмами по северной стороне и выезжает с западной стороны, с подъемом мимо небольшого кладбища. Потом через лесок спускается в другое поле, на каждом холмике по могиле, так сказать, у каждого свой холмик. Серафим заехал в это поле вечером, когда аккурат садилось солнце. Проехал под холмами, поднялся, чтобы выехать из поля, и видит, что на одной из могил к нему спиной сидит женщина и расчесывает волосы. Серафим удивился, что за сумасшедшая нашла место для сиденья. Поднявшись наверх, остановился и посмотрел, кто такая. Это была молодая женщина. Звали ее Христина. Она не так давно повесилась и была здесь похоронена. Серафим не помнил, как доехал до дому, а это было примерно 3 километра. Приехал домой никакой, совсем слег с сердцем, еле откачали. Но Христина потом начала появляться везде. В то лето, помню, Уолба находилась словно в осадном положении. Люди боялись вечером на улицу выходить. Постоянно со стороны поля, где она похоронена, приходил небольшой смерч и исчезал у дома, где она жила. После ее смерти там жил один дед. Его бедного каждую ночь выгоняла Христина. Дед потом не выдержал, съехал. В то лето я с бабушкой приезжал в Уолбу, и она нас после ужина не выпускала на улицу играть. Помню, рассказывали, что Христину встретила ее же лучшая подруга, когда пасла коров. После этой встречи подруга тоже долго пролежала в больнице. И самое интересное, что ее видели русские шоферы, привозившие в Уолбу груз, тоже сидящие на могиле и расчесывающие волосы. Рассказывали, что они интересовались у местных. Что за чокнутая у вас сидит на могиле и волосы чешет. Помню, как бабушка ворчала, что умершую плохой смертью похоронили на общем кладбище, да еще как обычного покойника, то есть не надев на голову глиняный горшок и положив лицом вверх. Еще и звезду с флажками прибили на столбе могильном. Потом пришла зима. А в апреле следующего года отец Серафима Терентий, старый коммунист, купил несколько килограмм соли и ею обсыпал всю поверхность могилы, чтобы соль с растаявшим снегом впиталась в землю. С тех пор ее никто не